ветеран тыла, ветеран труда, если почетное звание так перечислять. Почетный ветеран Республики Саха-Якутия, почетный ветеран МВД России. Здравствуйте! В гостях нашей студии Егор Иванович Михайлов. Я Михайлов Егор Иванович, 1928 года рождения. Родился в Верхнеуральском районе, Кантикском наследии, Якутская АСР. Отец рабочий, мать умерла, когда ей было 30 лет. Отец умер 45 лет. До войны, конечно, жили хорошо очень. Когда началась война, холод и голод, очень трудно приходилось и детям, и взрослым. В тылу дети работали мы, все возможные работы. Например, я с отцом, когда отец был жив, помогал Хонихов, он Хонихов был, я в кирпичном заводе, кирпичном изготовляли на местных районах. Вот поэтому в кирпичном заводе заготовка сена по уходу за этими лошадьми. Потом в колхозах косили сено, то и так ты идешь после уроков, после занятий в школе. Когда колхозниками стали карточная система на продукты питания, поэтому во время работы в колхозе получали мы выпеченный хлеб, за это не проели полностью, то, что положено. Потом, когда отца взяли в 43-м году в армии, остались с сестрой я на улице. И отец, уходя в армию, сказал: Егор, не плачь, позаботиться о вас оставшихся. В 43-м году немцы как раз открыли детский дом. И нас определили в детский дом. В этом детском доме побыли мы 1 лето, потому что отец по состоянию здоровья был завод. И в Якутске вернули его. Он работал в тылу, в Якутске здесь работал. Отец, группа солдат, призывников остались. И он здесь работал, и по состоянию здоровья они были отправили обратно. Поэтому вот вступили в колхоз и начали работать в колхоз. Колхоз имени Ворошилова вначале военные федеральные награды открывали офицеры военкомата. В этом я тоже просился. И в конце концов я хотел быть военным, меня в армии не берут. 28-й год очередь подошла, и почему-то призыв на этот 28-й пропустили полностью всех. И потом поступил я в органы внутренних дел. Поступил по своему заявлению. 17-летнего возраста в милицию поступил по собственному желанию. Я хотел быть именно военным человеком и патриотом, поэтому на патриотических таких настроениях меня приняли органы милиции, органы МВД на должности инспектора инспекции исправительных трудовых работ. Ну, это исправительные работы суд назначает там за административные нарушения, костюжники или уклонисты, или за прогул. Если прогулял там 30 минут на работе, принудительную работу могут дать в суде. И вот такая вот 20-летний парень, как не обученный ничему. Просился учиться, вызовали весной, в мае месяце как раз, рассудится так.
150 километров пешком пошел. Он распустился, пересек реку Тюкан, перешел Баху. 50 километров пешком. Пешком, и такие переграды уже великие. И я поехал в Калининград. В 1951 году меня направили в Калининградское военное училище МВД СССР. И в этом училище я успешно окончил. После окончания этого учебного заведения нас передали в органы милиции. В то время была большая амнистия. Из Якутии мы были двое. Один мой товарищ был из Самгинского района, Немчина Петр Петрович. В Калининградской области тоже агитировали, чтобы мы там остались бы работать. Но мы решили поехать на родину, в Якутию. Меня назначили инструктором политчасти по городу Якутску, в городском отделе милиции. Ну, я здесь работал. И в 1959 году меня направили в город Мирный, организовать дивизион по охране объектов алмазодобывающей промышленности. Прилетел Мирный, глыбы камней, весь обгорел лес, горы камней, люди живут в палатках. Есть верхний палаточный городок, нижний палаточный городок. Некоторые утепили несколько опилками и так далее, кто мохом, кто как мог, кто в зиму. Маленькие деревянные домишки живут, кто соорудил. Ну вот, даст туда. Мне надо организовать вооруженный отряд такой, дивизион. Албас тогда только, значит, озеро Иринах на драгах. 2 драга работали. Долбали сюда, выкапывали сюда, это реки, небольшая река. Долбали этот воду, и тут же работка идет с собой этой драги. И что люди делают? Берут тут осадкованное ведро, алмазный концентрат, или тазу осадкованную, в тазах обычных, ставят на зарезную печку на драге, вот, топит, и там сушит. Или вот здесь все рукой или палкой вот все мотает и извлекает алмаз руками. Отсюда вот люди извлекают, вот сами собирают. На месте были приезжие все бригады, кто откуда, кто из Москвы, кто из Ленинграда, кто из других областей приехали. Перепроходцы. Дорога еще с Ленска до Мирного нет, только зимник. По зимней дороге там возят строительный материал. Тут строится, тут ГЭС надо строить, тут эта фабрика надо строить. Кишпиш возят на вертолетах или на самолетах. Аэродром маленький, видно. Большие самолеты не летают. Летают только вот маленькие самолеты для Иркутска. Поэтому сдавать это алмазы куда-то, как быть? Нет, но все же человеческая жадность есть. Никакой инструкции не было, как именно охранять. Но мы решили, офицерский состав сами составили инструкцию по охране этих объектов и по всем постам. В сентябре месяце, в конце сентября, мы приняли первую обогатительную фабрику по извлечению алмаза. Недостроенную фабрику под охрану. Что торопят, надо алмазы быстрее, алмазы. И оставили там. Там охраняли этот объект. Пропускной режим установили, сами сочиняли вот это самое обязанности, права милиционера именно вот по охране вот этого объекта. Сколько лет вы проработали? И там я проработал год, потом в высшую школу отправили, в Московскую высшую школу, там закончил высшую школу МВД. 3 года учился, закончил,
приехал в Министерство год работал, отправили меня в район начальника милиции. Вот два района, Вилюйский, Верхоновицкий районы, объединили во время Хрущева. Объединили Москву. И этот там, начальника милиции. Второй раз Вида отправили, в Якутск оттуда. В Якутск Вида отправили. Приезжаем, Милин работает там. Работаю Милин по охране объектов, образовавшей пользуются, все объекты уже начальник охраны стал, начальник отдела охраны. И вот работал, потом в 1975 году вышел на пенсию. Отправили начальником отдела министерства охраны в город Мирный. Второй раз. Мы с большим удовольствием приехали со семьей, потому что мы до этого там создали свою семью. У меня 3 дочерей. Все они сейчас имеют высшее образование. А жена Михайлова Мария Федоровна, она была работницей связи. Ну, в связи она работала радисткой в Якутии, Якут-Алмазе. А потом она перешла работать в милицию, тоже по охране объектов алмаздобывающей промышленности. Поэтому она считается тоже ветераном МВД. Три внучки, внук. А правнук еще, правнуки есть? Нет. Ага. Потому что я, когда женился, 31 мне, вот мне. Поэтому это, дети поздние. С детства я хотел быть именно полезным человеком для общества, патриотом своей страны. Конечно, я очень доволен и горжусь о том, что я работал здесь, в милиции. И после ухода на пенсию я не расстаюсь с милицией. Работаю в ветеранской организации, именно помогаю. Милицейская работа трудная, но с другой стороны, если так подумать, это почетно. Именно соблюсти правопорядок, законность. Защищать Родину, трудиться благо Родины.